Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Последний отчет в этом году. Премьер и его заместители подвели итоги отчетов перед населением Якутии. Сколько вопросов приняли в работу. Также руководство республики утвердило положение о региональной медицинской информационной системе здравоохранения. Целый спектр медуслуг можно будет получить онлайн. Фестиваль «Мусустар» вновь проведут в Якутии. Звезды российского масштаба приедут в регион в конце марта. Премьер Якутии Андрей Тарасенко и его заместители подвели итоги ежегодного отчета правительства в эфире телеканалов «Якутия-24», НВК «Саха», а также радио «Т-Тим». Тарасенко отметил, что в связи с эпидобстановкой все отчеты были проведены в режиме онлайн с участием глав районов, наслегов и депутатов. На местах активное участие приняли порядка 12 тысяч якутян. Всего в ходе отчета правительства по районам было обработано порядка 2500 вопросов. Между тем, программа социальной газификации, реализуемая по поручению президента России Владимира Путина, охватит 4850 домовладений в республике до конца 2023 года. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Кирилл Бычков во время итогового отчета правительства. Напомним, что программа стартовала в прошлом году. За первый год реализации программы было введено 307 газопроводов вводов к домохозяйствам. К концу 2023 года мы газифицируем 4850 домохозяйств. Ну а к 2030 году цифра будет более 6500. Это важнейшая и очень востребованная нашими жителями программа. Отловленные собаки из временного пункта передержки в автодорожном округе перевозят на Чеченко. Отмечается, что пункт фонда «Помоги выжить» принимает только чипированных животных. Продолжит Сарглан Неустроева. С 5 января по 18 февраля во временный пункт передержки в автодорожном округе было отловлено 422 собаки. Лишь четверть из них забрали хозяева и волонтеры. Часть же, как утверждают сотрудники пункта, погибла от инфекционных заболеваний. Некоторые и вовсе сбежали. А причина, по которой переезд отловленных животных на Чеченко начался только сейчас, проста. Территорию пункта удалось значительно расширить. Еще дополнительно будем рассматривать вопрос о выделении земельного участка для строительства приюта для животных без владельцев. Сейчас, получается, данные собаки будут перевезены на Чеченко, и там 10 дней карантирования. Некоторые собаки здесь уже вакцинированы, стерилизованы, да? А те, которые не прошли вот эти мероприятия, будут там уже непосредственно осуществлять, вакцинировать и стерилизовать, кастрировать. Если еще в декабре предполагалось, что количество бродячих животных в городе достигло порядка 8000, то сейчас ситуация заметно улучшилась. Тем не менее, очевидно, проблему принятые меры существенно не решили. Ну ладно, здесь посадим их, к примеру, 1000 голов. Но не 1000 же голов в городе. Их же гораздо больше. Потому что мы же не только с города везем. Везем же и хатасы, и табага, и тулагины. То есть, тут, конечно, это мало. А уже весной, когда грунт начнет оттаивать, построенные вольеры, вероятнее всего, начнут проседать, предполагают сотрудники ППЖ. Потребуется ремонт или вовсе строительство новых. Но это лишь малая часть того, что ожидает от Чеченко с оттепелью. Сейчас начнутся гулянки, собачьи свадьбы. И, соответственно, частный сектор выпустит собак. Значит, их будет больше. Да, опять повторится, да. В настоящее время, как сообщают сотрудники ППЖ, на Чеченко уже содержится более 500 бродячих животных. Еще 197 собак будут перевезены из временного пункта. При этом работа по отлову не прекратилась. Более того, по словам представителей администрации, значительно увеличилось и количество бригад. Но каких-либо прогнозов касательно нерешенного вопроса делать еще рано. Весна покажет, насколько эффективными оказались городские меры. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. И в продолжение темы бродячих животных, обустройство территории для содержания лошадей и коров завершают в пригородном селе Хатасы. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев.
Принято решение организовать штрафстоянку для отгона туда животных, находящихся на свободном выпасе в черте города. Обязательства по содержанию взяла на себя Хатасская агрошкола, где завершается обустройство территории, написал он. Глава Якутска уточнил, что работать это будет следующим образом. Лошадей или коров будут доставлять из города в отведенное место специальной бригадой, где за ними организуют должный уход, в том числе ветеринарный. Хозяину, прежде чем забрать свое животное, предстоит возместить расходы за отгон и содержание. Перейдем к эпидобстановке. Еще 998 человек заразились в Якутии коронавирусом за минувшие сутки, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 290. В Мигино-Кангаласском районе 99 заболевших, в Алданском 69, в Нюрюнгринском 63, в Хангаласском 48, в Вилюйском и Намском улусах по 43 заражения. Еще в 22 районах заболели от 1 до 37 человек. А благодаря реализации нацпроекта здравоохранения медучреждения республики активно оснащают мобильными передвижными медкомплексами и оборудованием. Следующий сюжет о модернизации центральной больницы в Нюрбинском районе. Национальный проект здравоохранения в Нюрбинском районе внедряется успешно. В прошлом году была построена врачебная амбулатория в селе Харула. Начался капитальный ремонт здания лечебного корпуса хирургического отделения в городе Нюрба. Кроме этого, по программе оснащения первичного звена в Харулинские и Марские врачебные амбулатории были переданы новые автомашины УАЗ. Так, в прошлом году мы получили наркозно-дыхательные аппаратуры для отделения реанимации, эндоскопическое оборудование для проведения ФГДС в районной поликлинике, также эндоскопическая стойка для проведения лапароскопических операций для хирургического отделения. Также с прошлого года началось переоснащение рентгенологической службы. Получили 2 ФЛГ-аппарата, один переносной, другой стационарный, который установлен в районной поликлинике. И также на днях мы ожидаем монтаж рентгенологического оборудования на 3 врачебных места. Районная целевая программа охраны здоровья населения тоже реализуется успешно. На выделенные средства из бюджета муниципального района недавно был построен и введен фельдшерско-акушерский пункт в селе Хаты. В целях оснащения оборудованием и автотранспортом со стороны района ведутся и другие плановые работы. До пандемии получили анализатор для проведения ПЦР-диагностики. Мы его планировали работать для выявления туберкулеза, но в связи с пандемией мы его используем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Также в рамках районной целевой программы запланировано строительство врачебной амбулатории в этом году в селе Мар и также фельдшерского пункта в селе Киров. По федеральной программе национального проекта и со стороны Министерства здравоохранения Республики и содействия муниципального района продолжаются работы и по строительству медицинских учреждений, оснащение оборудованием и автотранспортом продолжается. Кюне Антонова, Эдуард Васильев, Роман Савинов, Нюрба. Каждый якутянин получит доступ к медицинским услугам через региональную информационную систему. К 2024 году своя электронная медкарта появится у каждого жителя Якутии в личном кабинете «Мое здоровье» на едином портале госуслуг. Создание единого цифрового контура повысит эффективность функционирования всей системы здравоохранения, считают эксперты. В личном кабинете «Мое здоровье» на едином портале госуслуги будет доступ ко всем услугам и медпомощи. Записи на прием к врачу, вызову врача на дом, диспансеризации, сведениям об оказанных медицинских услугах и их стоимости к своим юридически значимым электронным меддокументам. Накануне правительство Якутии утвердило положение о региональной медицинской информационной системе здравоохранения. Другим темам в Москве дали старт акции «Я люблю тебя, мама», приуроченной к Году матери в Якутии. Организаторами выступили издательский дом «Илтумен» и Почта России. Открытки могут отправить своим матерям студенты из разных регионов страны и военнослужащие якутяне. Как выглядит открытка, где и как ее получить, расскажет Айсана Бурнашова. Если мама получит письмо через Почту России, это будет радость и счастье вдвойне. Я в этом просто уверена. И она навсегда, я уверена, эту открытку сохранит.
Малыш – теплые объятия мамы, а рядом главные слова. Эта открытка станет еще одним поводом для улыбки и радости самого близкого и родного человека. Признаться в любви маме, особенно если вас разделяют тысячи километров, очень важно. Акцию уже поддержали студенты центральных вузов страны. Я думаю, что для всех студентов, которые обучаются в Москве и вообще обучаются вдали от родины, это уникальная возможность сказать такие простые, но такие важные слова своей матери. Для меня моя мама, моя семья — это связь с родиной. И так же, как я скучаю по дому, так же я скучаю по своей маме. Яркий дизайн открытки передает всю любовь матери и ребенка. На оборотной стороне графы отправителя и получателя, места для марок и записей. Акция проводится впервые. Специально для этого флешмоба организаторы уже выпустили 2500 дизайнерских открыток. В течение года планируется также выпуск дополнительных 2500 экземпляров. Открытки уже сегодня можно отправить из разных городов России самому близкому человеку – маме. Представительства Якутии в Москве, Петербурге и Владивостоке уже ждут своих отправителей. На днях открытки поступят в Хабаровск, Новосибирск и Екатеринбург. Идет работа с военкоматами Дальневосточного федерального округа. Юбилейные экземпляры также можно распечатать самостоятельно. Они находятся в открытом доступе на сайте sahaparlament.ru. Акция пройдет в течение всего года, поэтому те, кто не успеет присоединиться к 8 марта, поздравить мам, может поздравить в течение года и с нашим юбилейным традиционным праздником ИСЭХ, и ко Дню матери в ноябре месяце. В декабре мы подведем итоги и узнаем, сколько же человек поддержал и участвовал в этой акции. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Москва. И последнее. Молодежный фестиваль «Мусустар» пройдет в Якутске 25 и 26 марта. Программу и информацию о треках мероприятия, основных хедлайнерах озвучат в последний день февраля. Напомню, впервые фестиваль «Мусустар» провели весной прошлого года. Его основной площадкой стал «Триумф». Концепция фестиваля связана со сменой зимнего сезона на весенний. Символом мероприятия в прошлом году стал подснежник, а его тематикой – пробуждение молодых талантов Якутии. Тогда хедлайнерами стали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, певец и рэпер Ливан Горозия, актеры Михаил Галустян, Михаил Башкатов и шоумен Антон Камолов. К этой минуте это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.